Здравствуйте, маленькие мечтатели! Добро пожаловать в волшебную сказку перед сном. Устройтесь поудобнее, укройтесь теплым одеяльцем. И приготовьтесь к чудесному путешествию в мир фантазии. Вместе с принцессами Анастасией и Атиной. Сегодняшняя история полна магии, дружбы и добрых чудес. Пусть эта сказка подарит вам тепло и уют перед сном. Это был веселый день в королевском саду. Солнце освещало цветы, а принцесса Анастасия и Атина бегали по мягкой травке. Птички пели, а их верный песик Маза радостно гонялся за бабочкой. После бега они решили поиграть в прятки. Атина закрыла глаза и начала считать у большого дерева. Анастасия быстро спряталась за большим кустом лаванды и присела тихо. Атина начала искать, заглядывая за скамейки и кусты. Потом улыбнулась и сказала: «Я знаю, где ты». «Попалась!» — крикнула Анастасия, и обе засмеялись. После игры они легли на траву и смотрели на небо. Начали считать облака и придумывать, на что они похожи. «То похоже на слона», — сказала Анастасия. «А то на торт со сливками», — добавила Атина. Каждое облако было как новая сказка на небе. Потом они сели на плед и начали плести веночки из цветов. Анастасия делала веночек для Таны, а Атина — для Анастасии. «Твой будет самый красивый», — сказала Анастасия. «Нет, твой», — засмеялась Атина. Они обменялись венками и надели их друг другу на голову. Солнце ярко светило, и принцессы сели в тень под виноградной лозой. Там они отдохнули и наслаждались тишиной. «Знаешь, я бы сейчас съела большой кусок пирога», — мечтательно сказала Анастасия. Анастасия обожала сладости, особенно ванильные пирожные с цветной посыпкой. Атина улыбнулась, она знала, что будет дальше. «Давай сделаем торт», — воскликнула Анастасия. «Да, волшебный», — добавила Атина. Они побежали к сундуку с волшебными палочками. С палочками в руках они встали на середину лужайки. Ветер развивал их платья. Пришло время для волшебства. «Тортик из снов с разноцветными слоями, появись», — крикнула Анастасия. «И пусть на нем сияют звездочки», — добавила Атина. Из земли вырос огромный торт, яркий, блестящий, больше самого замка. Цветные слои, звезды, карамельная корона, шоколадные ручьи. «Пусть это будет самый красивый торт в мире», — радостно сказала Анастасия. «По-моему, ты немного переборщила», — рассмеялась Атина. «Я просто хотела, чтобы он был идеальным», — сказала Анастасия. Они уменьшили торт и сели, чтобы его попробовать. Маза получила свой кусочек и счастливо виляла хвостом. После торта они снова начали играть в прятки. Анастасия считала, а Атина спряталась за другое дерево. Маза бегала вокруг с веселым лаем. Анастасия нашла Атину, и они поменялись местами. Атина закрыла глаза и начала считать. И тут послышался знакомый голос. «Анастасия, Атина, пора возвращаться в замок», — позвала их королева Анета. Принцессы переглянулись и улыбнулись. Они побежали к замку, а Маза бежала за ними. Чудесный день подходил к концу, и сказка продолжалась во сне. Так закончился еще один волшебный день в замковом саду. Принцессы Анастасия и Атина, уставшие и счастливые, укутались в свои мягкие кроватки. Маза свернулась клубочком у их ног, а лунный свет нежно освещал комнату. Скоро все уснули. И им снились торты, говорящие облака и новые волшебства. Спокойной ночи, ребята.
Пусть ваши сны будут мягкими, как облачко, теплыми, как объятие, и полными сказочной магии.